Аллах обещал не вводить в ад никого с таким именем. Анас ибн Малик, радиаллаху анху, передал такой хадис. В судный день все люди соберутся на площади Махшар. Всевышний велит двоим войти в рай. Те люди обрадуются и скажут: «О наш Господь, в книгах наших деяний нет и следа от благих дел. Мы хотим знать причину нашего вхождения в рай». Всевышний Аллах соизволит сказать: «Я сделал то, что приличествует моему величию. Я не брошу в ад никого с именем Ахмад и Мухаммад». Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, передал такие слова Расулюллаха, салляллаху алейхи вассалям: «Если в доме будут эти три имени, в тот дом не войдет нищета». Вот эти имена: Мухаммад, Ахмад и Абдуллах. Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, передал от Расулюллаха, салляллаху алейхи вассалям: «Кто из-за любви ко мне назовет своего сына Ахмадом или Мухаммадом, его сын и он сам будут в раю вместе со мной». Абу Хурайра, радиаллаху анху, передал слова посланника Аллаха, салляллаху алейхи вассалям: «Если му'мин назовет своего сына именем Мухаммад, и когда будет звать его, скажет: „Эй, Мухаммад!“, то ангелы, держащие арш, ответят ему: «Слушаем и повинуемся, о друг Аллаха! Да придут к тебе радостные вести за то, что ты вместе с нами в почитании и поклонении». Всевышний Аллах в судный день даст ему столько воздаяния, сколько награды заслужат те ангелы. Абдуррахман ибн Амр и Ибн Джабаль, радиаллаху анхум, передали от Зайнаб бинт Саид, та от Гульсум бинт Акабы, а она от своей матери Джамили бинт Абдуль-Джалиль. Джамиля сказала: «О Расулюллах, мои сыновья приходят в этот мир, но живут недолго, умирают в раннем возрасте. Что вы мне скажете?» Посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, ответил: «Подожди немного, а когда у тебя родится сын, дай ему имя Мухаммад. Надеюсь, что у этого твоего сына будет долгая жизнь и благословенное потомство». Джамиля говорит: «Я поступила так, как было сказано. Этот мой сын жил долго. У него родилось много детей. Наверное, ни один род не был столь многочисленным». Из книги «История пророков».